незапамятных времен на берегах реки Илек, левого притока величественного Урала, бурлила жизнь. Сотни лет река являлась неотъемлемой частью жизненного уклада кочевников, обитавших вдоль ее берегов. Исторически Актюбинская область формировалась и развивалась как приграничный регион, стоящий на стыке Европы и Азии, и издревле здесь проходили торговые караванные пути, связывавшие огромные расстояния между землями Сибири, Поволжья и Средней Азии. Сегодня Актюбинская область – вторая в стране область по величине площади территории. Область занимает обширную площадь 300 тысяч квадратных километров и граничит с 6 областями Казахстана, а также на севере с Оренбургской областью Российской Федерации, а на юге с Каракалпакстаном Республики Узбекистан. Это во многом и обусловило своеобразие области как многонационального, поликультурного и поликонфессионального региона, в котором проживает около 1 миллиона человек. В Актюбинской области развиты все виды современного туризма. Каждый, кто хоть раз побывал в этих краях, ощущает простор великой степи, манящую красоту нетронутой природы, богатое наследие исторических памятников. Стремительными темпами развивается областной центр, сердце края, город Актобе. Город, расположенный на территории в 2300 квадратных километров, обладает особым кодом гармонии, органично впитавший в себя новые тенденции архитектуры и зодчества, национальный колорит и евразийскую культуру, с населением около 500 000 человек. Развивается социальная и жизнеобеспечивающая инфраструктура, открываются новые лечебные центры, места культурного отдыха и развлечения. Возводится новое жилье, строятся дороги, открываются новые производства. Сегодня Актобе определен как центр экономического роста в числе 4 крупных городов Казахстана с дальнейшим динамичным развитием в город-миллионник. Территория Актюбинской области богата природной красотой, а такого разнообразия ландшафтов вы не встретите ни в одной стране мира. Один из них – геологический разрез Айдарлы-Аша, в переводе с казахского «хохлатый овраг». Именно в этой местности можно прикоснуться к пластам песчаников и известняка с останками животных организмов, обитавших на Земле более 300 миллионов лет назад. Протяженность разреза 1,5 километра. В 1996 году геологическому разрезу Айдарлы-Аша был присужден статус глобального стратотипа. Ландшафт, напоминающий марсианские пейзажи, это метеоритный кратер Жаманшин. Образовался кратер от 100 тысяч до 900 тысяч лет назад при падении на Землю метеорита. Здесь можно увидеть последствия масштабных космических событий, происходивших в те давние времена. Неподалеку от кратера расположен Эргыз-Торгайский государственный природный резерват. На площади в 763 549 гектар встречаются 250 видов птиц, 29 видов млекопитающих, 14 видов пресмыкающихся и 4 вида земноводных животных. В озерах Эргыз-Торгайской системы обитают более 10 видов рыб, а в южной части резервата обитает степная антилопа сайгак, представитель бетпагдалинской популяции. Функционирует экологический маршрут системы Малайдарских озер. В этом живописном месте мигрирует розовый фламинго, занесенный в Красную книгу. Чудесная природа этого края всегда манит своей красотой. Одно из самых живописных и загадочных мест Актюбинской области – это Меловые горы. Вершины гор имеют форму от платообразных и куполовидных до остроконечных. В одних случаях их соединяют хребты, в других разделяют глубокие ущелья. Природа создала в горах террасы, ямы, лабиринты, колонны, выступы и ниши. Одна из гор напоминает одногорбого верблюда с гордо вскинутой головой, другая похожа на гриб. Если восточный склон Актолагая пологий, то западный резко обрывистый, за которым предстает каньон. Если смотреть с высоты, создается впечатление амфитеатра огромных размеров. Гора Акботай-Санкебай. В 18 веке жил Санкебай, который владел табунами скакунов. По традиции, в ту пору мужчины аула ежегодно наносили визит вежливости хану Абылкаиру. Воспользовавшись отсутствием воинов в ауле, на него напали калмыки и угнали скот. Отважная дочь Санкебая Акбота собрала молодежь и бросилась в погоню. В схватке с врагами Акбота получила тяжелое ранение и погибла. Узнав о смерти дочери, Санкебай от горя окаменел. С тех пор неприступная скала, изображающая слияние двух фигур, стала носить название Акбота-Санкебай. Сор Асмантай-Матай расположен в южной части плато Устюрт. Эта местность знаменита наличием корки соли и запахом сероводорода, образовавшимся в результате высыхания озер.
Степной Швейцарией с гордостью называют местные жители живописный уголок в Каргалинском районе. Оказавшись в этих краях, можно ощутить всю нетронутую красоту Каргалинского водохранилища, понаблюдать за уникальным процессом разведения осетровых пород рыб, а также закалить свое здоровье в пантолечебнице. Не стоит забывать о том, что в Каргалинском районе действует особо охраняемая природная территория Эбита. Эта местность уникальна по своему животному и растительному составу. Природа щедро одарила Мартукский район хвойными лесами, чистейшими родниками и редкими видами растений, имеющими целебные свойства. В этой местности имеется круглогодичный туристский лагерь с развитым зимним и экологическим видом туризма. Известный казахский ученый и фольклорист Шоқан Уалиханов считал племена младшего Жуза автохтонами казахской территории. Действительно, ряд племен имеет настолько древнее происхождение, что начало их генеалогии теряется в древних мифах. Это касается общего названия племени младшего Жуза – Алшын. Самым ярким представителем ханов младшего Жуза в казахской истории является хан Абель-Каир. Мемориальный комплекс хан Мола-Аса был воздвигнут на месте захоронения великого хана младшего Жуза и главнокомандующего объединенным казахским войском хана Абель-Каира. Хан Абель-Каир – яркий представитель своей эпохи. В нем сочетались мужество воина, искусство великого полководства и талант дипломата. Мудрая политика хана помогла спасти народ в годы великого бедствия от нашествия многочисленных врагов. Архитектурный ансамбль «Некрополь Абад-Байтак» является современником Золотой Орды и хранит о себе множество легенд и преданий. По одной из них здесь похоронен сын известного казахского философа Асана Кайгы Батыр-Абад, который защищал родные земли от набегов врагов. По другой легенде, после смерти Абад-Батыра скорбящие люди возвели мавзолей на месте его гибели всего за 3 дня. Именно по этой причине к названию Абад добавилось слово «Байтак», что означает «всенародный». В устном творчестве казахского народа особое место занимает героический эпос «Кобланда». Эпос повествует о непобедимом Батыре, героически защищавшем родную землю от врагов во времена Великого бедствия. Хрупкая девушка Алия Молдоголова, уроженка Хобдинского района, снайпер 54-й отдельной стрелковой бригады, уничтожила несколько десятков врагов. 14 января 1944 года, участвуя в освобождении деревни Казачиха, героически погибла в бою. За мужество и воинскую доблесть, проявленные на полях сражений, посмертно удостоилась звания Героя Советского Союза. В память о храброй девушке построен музей патриотического центра, который богат экспонатами, свидетельствующими о жизни и подвиге юной героини Алии Молдоголовой. Центром настоящего паломничества является место захоронения Есет-Батыра. Великий полководец из рода Тама прославился как неутомимый борец за независимость казахского народа и внес весомый вклад в создание единого государства. Главным местом степной торговли являлись ярмарки. В XIX веке в Казахстане их насчитывалось более 100, и одной из них являлась Кокжарская ярмарка, располагавшаяся по маршруту древнего шелкового пути в Уилском районе. Огромная площадь, оснащенная торговыми лавками, построенными из красного жженого кирпича, вмещала большое количество купцов, которые предлагали степнякам пушнину, чай, сахар, посуду и многое другое. Основным и самым дорогим товаром ярмарки во все времена являлся хлопок, привозимый из Средней Азии. На сегодняшний день ясно одно – Актюбинская область является краем с высоким туристским потенциалом и богатым историческим наследием. Здесь стремятся сохранить исконную традицию и культуру казахского народа, рады гостям и всем тем, кто ценит славное прошлое этой земли и верит в завидную перспективу будущего этого региона. Добро пожаловать в Актубе!